На сегодня есть очень много проблем касательно доступности общественного транспорта для людей с нарушением зрения. У нас же есть стереотип, если человека незрячего видят, этот человек бедный, нужно всегда давать деньги. Второй проблемой основной является, конечно же, общественный транспорт, его доступность для незрячих людей. На сегодня хоть и установлены системы голосового оповещения до остановок, но некоторые то ли водители отключают, то ли система GPS очень у нас плохо работает и не точно. В некоторых местах очень многие лица с нарушением зрения жалуются к нам. Еду на учебу, или на работу, работает озвучка этого остановок, а возвращаясь уже не работает. Идем, и мы утыкаемся в арык или в яму. Есть такие места. Вот. У нас очень много открытых люков. Это очень опасно. Это очень опасно, потому что мы даже сами попадали в эти люки, в начале. Мы такие же граждане Кыргызстана, как и все. Просто мы когда-то потеряли зрение по каким-то причинам. Кроме того, не надо считать, что это проблема его, а не моя, и меня никогда не коснется. От инвалидности никто не застрахован. Сегодня вы здоровы, бегаете, прыгаете. Завтра, не дай бог, будет ДТП или болезнь вас коснется, и вы тоже можете стать лицом с инвалидностью. Меня зовут Искандер Султаналиев. Я являюсь руководителем общественного фонда «Феномен», город Бишкек. Мы занимаемся поддержкой и защитой прав лиц с нарушением зрения и слуха. Здравствуйте, меня зовут Гульназ Джузбаева. Я являюсь основательницей и исполнительным директором общественного объединения Кыргызской Федерации незрячих и спорта слепых. Также я являюсь паратриатлетом, паралимпийцем, женой, мамой. На сегодня есть очень много проблем касательно доступности общественного транспорта для людей с нарушением зрения, зданий, в том числе жилых и административных, и общественных зданий. Город Бишкек сейчас, если сравнить, сколько, 10 лет назад, стало лучше. Для меня вообще город доступный, легко, потому что всем нам нужно прямые, ровные тротуары, и каждый год город улучшается. Например, лифты на сегодняшний день тоже в зданиях недоступны, потому что по международному стандарту они должны быть, кнопочки на лифтах, на какой этаж ты едешь, отмечены шрифтом Брайля. На сегодня я только видел буквально 2-3 здания, которые у нас в Кыргызстане доступны. Но также хочу отметить, что озвучка лифтов тоже играет немаловажную роль в инклюзии незрячих слабовидящих в общественную жизнь, в социальную жизнь общества. В дверях тоже нету никаких определительных знаков на шрифте Брайля или тактильном, чтобы незрячий человек мог бы на ощупь узнать, какая квартира или какой административных знаниях, какой кабинет. Второй проблемой основной является, конечно же, общественный транспорт, его доступность для незрячих людей. Для доступности мы всегда мечтали, чтобы озвучивался общественный транспорт, чтобы мы могли поймать нам нужные автобусы и маршруты. С недавних пор, по-моему, уже где-то с весны начали озвучиваться номера автобусов. К сожалению, не все автобусы включают эту функцию озвучки, объявлений номеров маршрутов. А также озвучивается внутри остановки. Но, к сожалению, это, наверное, человеческий фактор, не всегда включает эту озвучку. Но некоторые то ли водители отключают, то ли система GPS очень у нас плохо работает и не точно. В некоторых местах очень многие лица с нарушением зрения жалуются к нам. Еду на учебу, или на работу, работает озвучка остановок, а возвращаясь уже не работает. Да, это когда озвучивается, это очень даже хорошо. Но в этом случае помогают всегда люди. Люди, они всегда помогут. Тут стесняться не надо. Я всегда подхожу и спрашиваю, а какой это автобус? Они мне говорят, 146-й. Мой. Я уже захожу, водители уже знают, еду.
Потом подъезжаю к остановке, спрашиваю, говорю, а это светофор? Люди подсказывают, да. Они спрашивают иногда, где вам нужно выйти? Я говорю, мне на остановке 5-й микрорайон. Когда нет озвучки или она не работает, естественно, незрячему человеку приходится, а если это маршрут знакомый, то считать каждую остановку, каждый поворот. То есть он ни о чем больше думать не может, отвлечься на разговор по телефону не может, потому что он проедет свою остановку. То есть человек держит это все в своей памяти. Это огромная, колоссальная нагрузка на мозг незрячего человека. Поэтому я бы призвал власти все-таки обратить на это внимание. Мы это неоднократно вот некоммерческие организации поднимали и будем поднимать. Надо делать общественный транспорт доступным для всех категорий. И для людей с нарушением зрения, и для людей с нарушением слуха, и для людей, которые передвигаются по городу на инвалидных колясках. Поэтому эта проблема острая, актуальна на сегодняшний день, и она не решается на должном уровне у нас в Кыргызстане. Хотя Кыргызстан в 2019 году уже ратифицировал Конвенцию ООН о правах лиц с инвалидностью. Это является международным документом, и Кыргызстан обязан его соблюдать. Шрифт Брайль – это такой незаменимый способ чтения и письма как бы для незрячих людей. И вообще было бы классно, когда есть такая доступность в лифтах, дверных знаках, вообще во всех продукциях, да, которые производятся. Хочу также подчеркнуть еще одну проблему, которая существует у нас в Кыргызстане. Это доступность подземных пешеходных переходов. Как-то мэрия города Бишкек планировала, делала их доступными, старалась, по крайней мере. Они наклеили, я помню, как-то в подземке возле ЦУМа, да, специальные тактильные дорожки. Но проблема была в чем? Они не были вмонтированы. Это подземные переходы в стадии строительства. Это уже большой минус. Второй минус, они просто взяли и наклеили их. Она в итоге через год эксплуатации оторвалась местами, и в итоге ее полностью мэрия, по-моему, почистила и убрала. Я вам скажу, эти светофоры, которые озвучивают, ну, как-то сигнал дают, да, бесполезны. А я не думаю, что, ну, это может быть кому-то помогает, но не решить вопрос именно передвижения незрячего человека, поставив только светофоры с озвучкой. Если человек не умеет пользоваться тростью и не умеет ориентироваться в городе, этот человек никогда не будет пользоваться этими светофорами. Потому что человек-то должен выйти из дома и перейти эту дорогу правильно. Если у человека нет навыков ориентироваться в городе, этот человек не может просто полагаться на этот светофор и перейти дорогу. Поэтому вообще незрячие люди должны, вообще у нас в стране вообще необходима как бы качественная реабилитация незрячих людей. Именно самостоятельной жизни нужно. Нужно поменять систему образования для незрячих людей с садика, да, вот, дошкольного, школьного вот, образования, потом вузы. Это, к сожалению, это нужно как бы подходить комплексно и решить вопрос на уровне государства. Да? И это системно нужно поменять всю систему, чтобы это все было доступно и удобно было для всех. К сожалению, конечно, общая наша масса жителей, и в том числе и горожане города Бишкек, и в регионах нашей страны, люди не осведомлены, как надо обращаться с незрячими, слабовидящими людьми. Зачастую даже бывает, что я езжу на различные собрания на Яндекс.Такси, спускаюсь, и меня встречает кто-то, да, возле отеля, где проходит, значит, конференция или семинар, и он меня толкает вперед. Это самая главная ошибка. Незрячий человек и его сопровождающий помощник или сопровождающее лицо должны идти по принципу иголка-нитка. Иголка впереди – это сопровождающий, и нитка позади – это незрячий человек. Он должен отставать от него где-то на полшага. Этикет такой, конечно, не надо подходить к человеку, бить его по плечу там, или что-нибудь, давай я тебя провожу, он может испугаться. Надо подойти и предложить, нужна ли моя помощь вам. Потому что есть некоторые незрячие, которые не любят, когда им помогают, они с белой тросточкой хотят перейти сами дорогу, да, или сесть в транспорте. Можно ему просто подсказать.
После того, как человек принял согласие, вы его можете сопровождать. Но сопровождать надо как? Берем за ручку, немножко на полшага он позади, и вы идете и рассказываете ему. Вот сейчас будет ступенька вверх, вот сейчас буквально через полметра будет вниз 4 ступеньки, и надо озвучивать, конечно, количество ступенек, чтобы незрячий человек уже сориентировался, что 4 ступеньки вниз ему надо спуститься. Я раньше людей боялась. Боялась спросить. Мне казалось, что они меня не поймут. Или я не смогу им объяснить. Но когда я стала ходить вот, с работы одна домой, иногда на работу. В основном мама меня на работу провожает. Но если бывает такое, что и мамы нету дома по какой-либо причине, иду сама. Уже еду. И прошу людей, они всегда помогут. Я хочу сказать нашему обществу зрячему, да, если видите незрячих людей, мы такие же люди, как и вы, только мы делаем некоторые вещи по-другому. Жителям нашего города и страны я бы хотел бы сказать, что мы все граждане одной страны. Мы не упали ни с Марса, ни с Луны, мы здесь родились и выросли. И мы имеем такие же права, как и вы. И я хотел бы призвать наших граждан, чтобы они не были равнодушными к чужой проблеме. Мы такие же граждане Кыргызстана, как и все. Просто мы когда-то потеряли зрение по каким-то причинам. Кроме того, не надо считать, что это проблема его, а не моя, и меня никогда не коснется. От инвалидности никто не застрахован. Сегодня вы здоровы, бегаете, прыгаете. Завтра, не дай бог, будет ДТП или болезнь вас коснется, и вы тоже можете стать лицом с инвалидностью.